Уже несколько месяцев жители деревни Званка в Пестричинском районе разделены оврагом. С одной стороны озеро, с другой новая трасса. Объехать не получается, а расстояние всего ничего – 200 метров. Построили очень хорошую дорогу, мы все ждали, радовались, но отрезанными оказались, и мы не можем выйти. Кадрия Япарова преподает в сельском медресе. Трижды в неделю она ездит в мечеть. Раньше из этой части деревни добиралась пешком, сейчас только на машине. У нас ничего здесь нет, инфраструктуры, вот, ни магазин. Все дети идут в школу или в город, или куда. Ни мечети, медпункт там, кто-то на укол. До строительства новой трассы сообщение с большей частью деревни, где есть магазины, ФАП и мечеть, было прямым. Жители объезжали овраг через дорогу. Теперь она стала частью скоростной трассы Казань-Шамардан, и проехать напрямую здесь нельзя. Расстояние между соседними улицами просторное и придорожное увеличилось с 200 метров до 8 с лишним километра. А там уже разворот нам сделали на эту сторону. Это все люди делают, которые, они тут не живут, не знают. В начале 2019 года, еще на стадии проекта трассы, проводился сход граждан. Пожелания жителей учли, нареканий не было. Теперь вместо проселочной дороги здесь скоростная трасса, но движение из деревни возможно только в сторону Казани. Чтобы ехать в обратном направлении, нужно добираться до развязки. Поэтому теперь трасса – единственная, но долгая дорога, которая соединяет обе части Званки. На данном сходе граждане выявляли свои интересы в направлении пешеходных переходов, где они будут находиться, так, воздушный переход, остановочные павильоны, шумозащитные ограждения. Все вот эти мероприятия были в проекте отражены. После открытия трассы обнажились проблемы. Теперь жители просят внутрипоселковую дорогу для свободного перемещения. В исполкоме района заявили, готовы рассмотреть возможность ее строительства. Ждут обращения. Тагир Валиди, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.